Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Сегодня уже всем очевидно, что специальная военная операция– это лишь часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад. Ее, так скажем, острая фаза. Планы западных спецслужб известны и не скрываются. Это раскачать федеральную власть через регионы, желательно к началу 2024 года. В дальнейшем развалить Российскую Федерацию на ряд якобы независимых, а на самом деле управляемых стран. Как в свое время это было сделано Советским Союзом, с Югославией. Не секрет, что особое внимание в этом плане уделяется национальным регионам, таким как наша с вами Республика Саха-Якутия. Что мы можем противопоставить отработанным технологиям цветных революций и новейшим технологиям информационных войн? Обсудим эти вопросы с гостем моей студии. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире политолог, руководитель дирекции информационных проектов Фонда развития социальных инициатив и автор проекта медиашкола «Дальневосточный репортер» Алексей Бабков. Добрый вечер, Добрый Алексей. Давайте начнем с того, почему сегодня особенно важна информационная безопасность вообще. И кого она касается? Вот только журналистов, медийщиков или всех? Сегодня уже нет такого четкого деления медийщики и не медийщики, потому что по мере роста значимости социальных сетей фактически все мы стали в той или иной степени журналистами. Потому что любой человек, выросший до блогера, у которого там хотя бы есть несколько тысяч подписчиков, он уже фактически как маленькая СМИ. Поэтому это касается всех. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Как себя обезопасить в современных реалиях? Что для этого надо сделать? То есть, может быть, аккуратнее высказываться, меньше пользоваться соцсетями? Ну, тут надо понимать, о какого рода рисках мы говорим. Потому что, по большому счету, все сводится к тому, что мы называем информационной гигиеной. Человек, к сожалению, психологически устроен так, что мы легче воспринимаем негативную информацию, чем позитивную. Наверное, это психология это от того понимания, что когда мы видим, что кому-то хуже, нам кажется, что у нас не все так плохо. Ну, это такой деструктивный базис нашего информационного потребления. Собственно, с этого и началась медиашкола, когда мы начали эту работу в 2018 году. Поэтому надо постараться хотя бы время от времени выходить из потока и понимать, какую информацию ты потребляешь, где ты ее потребляешь, и стараться верифицировать и находить те источники, которые дают более-менее правдивую информацию. Ну, на этот раз вы приехали с тренингом-семинаром двухдневным, который завтра начнется в Доме профсоюзов, так называемом у нас. Скажите, он будет посвящен освещению именно спецоперации? Да, все верно. У нас первый день, он посвящен практически целиком теме специальной военной операции. И у нас будут спикеры, которых мы привезли в Якутию с территории Донбасса, воюющего Донбасса. Вот. И почему это важно? Якутия у нас стала одним из звенов в нашей такой длинной обойме информационной работы в рамках обеспечения государственной информационной политики России на Дальнем Востоке. Проблема в чем? Проблема в том, что мы уже год, считайте, в феврале будет, ведем специальную военную операцию. Если говорить другими словами, по сути идет полноценная война. Потому что говорить о том, что это специальная военная операция, когда у нас прошла мобилизация, как мы помним, да, которая вызвала такой массовый стресс в обществе, ну, уже, наверное, не приходится. И если мы говорим, что это идут полноценные боевые действия, то мы говорим о том, что сегодня необходимо обеспечить мобилизацию общественных ресурсов для того, чтобы люди, осознали, и, направили свои усилия для того, чтобы эту войну закончить, как правило, миром. А мир я вижу только через победу, потому что по-другому мы просто, если проиграем, мы проиграем как страна, перестанем существовать. К сожалению, многие считают, и я считаю ошибочно, что у нас был какой-то выбор. Это если еще делать ретроспективу к тому, что надо было начинать, не надо было начинать. Сегодня это уже на самом деле вопрос вторичный по итогам года. Мы уже находимся в определенной ситуации, мы ведем боевые действия. И там воюют наши парни. Парни из Якутии, парни из Москвы, парни из других регионов. Это наши граждане. И я считаю, что мы обязаны их поддерживать и делать все необходимое, чтобы они не только победили, но вернулись живыми.
Но вот тут важный момент, как себя вести правильно тем, чьи родные и близкие находятся в зоне проведения, ну, в зоне боевых действий, так скажем, да, и выходят с ними на связь. То есть любая информация, мне кажется, которая попадает в открытый доступ, она несет риски, может сыграть злую шутку. Это, опять же, мы возвращаемся к той самой информационной гигиене в условиях специальной военной операции либо военных боевых действий. Персональные данные попадать в общественный доступ, конечно, не должны, потому что со стороны Украины ведется целенаправленная работа по дискредитации и в провоцирование стрессовых ситуаций в семьях, которые так или иначе задействованы в этих событиях, то есть чьи родственники воюют на передовой сегодня. Поэтому попадание и опубличивание этих персональных данных нежелательно. У нас есть и законы федеральные, которые, в общем, ограничивают эту деятельность, а те, кто это делает, они попадают под действие законов, в том числе уголовных. А я слышала о том, что вот мессенджер WhatsApp, через который любят пересылать, он вот не защищен, ну, менее защищен, чем Telegram, так скажем. Ну, вообще говорить с точки зрения защищенности для мессенджера WhatsApp немножко смешно, потому что WhatsApp — это Продукт компании продукт Meta. компании, да, запрещенной в России Мета. И, естественно, сегодня мы уже понимаем, что практически все ресурсы служатся какой-либо стороной. Просто вы должны понимать, что, пользуясь Мета, вы публичите свои данные в той стране, которая сегодня нам противостоит на Донбассе. Вопрос в другом, какую информацию вы там публичите. Что-то уйдет там в архивы, а что-то будет вытащено на первый план, если с этим можно поработать с их стороны и воспользоваться для того, чтобы нас дискредитировать. А возможно, нанести непосредственно урон тому человеку, который это писал, какие-то вещи там. Поэтому надо думать. Вот у нас недавно тут в Якутии обсуждался активный случай якутянки, которая из зоны проведения СВО возвращалась в Улус на свадьбу к дочери, спешила. Вот, и эта история попала, значит, ну, видимо, в какие-то чаты родственников, односельчан, потом улусная СМИ ее опубликовала, и через, ну, буквально на следующий день информацию эту удалили, но было уже поздно, и она уже всплыла в украинских там фейках, причем женщину-медика уже назвали снайпером. Там, но фотография, фамилия, имя, отчество, вплоть до домашнего адреса, рассекретили, так сказать, человека. Вот как найти журналисту баланс между вдохновляющей историей и рассекреченной информацией? Слушайте, ну в данном случае это вопрос не баланса. Есть федеральное законодательство, которое регламентирует деятельность в этом направлении. Неважно, СМИ ты или ты блогер с приличным количеством подписчиков, неважно, сколько подписчиков, если ты ведешь публичную деятельность. Закон регламентирует оборот личных данных. Если ты нарушаешь, ты должен нести наказание. Люди, которые занимаются информационной работой, они должны быть в правовом отношении грамотны и понимать наши законы. В данном случае человек, который это опубликовал, естественно, он закон нарушил. Если нарушил, должен нести наказание, я считаю. Потому что, ну, можно, конечно, посыпать сколько угодно голову пеплом, но людей подставили, а им потом с этим жить. А сейчас обсуждают певицы, этнопевицу якутскую, концерты, которые отменили в Казахстане из-за того, что она ранее в Якутске выступала на концерте в защиту, поддержку Донбасса. Вот. И вот в связи с этим такой вопрос. Может ли эстрадная звезда, там, медийная личность в наше время оставаться вне политики, так скажем? Слушайте, чем дальше мы идем, тем я больше понимаю, что возможности остаться вне политики с точки зрения СВО скоро не останется ни у кого. Определиться должен будет каждый. Проблема в том, что для кого-то доходит быстрее, для кого-то медленнее. Но страна должна перестроиться вся. Каждый внутри для себя должен будет сделать выбор, с кем ты и кого ты поддерживаешь. Потому что, ну, когда идет война и гибнут люди, ваши сограждане из Якутии, невозможно оставаться равнодушным в стороне. Мир уже не будет прежним, это надо понять. Все, толерантный, демократичный мир общества потребления, он с событиями на Украине прекратил свое существование. Но надо понимать, что логика тех событий, которые происходят сегодня на Украине, она не нами заложена. Общество потребления — это классическая схема организации общества, предложенная нами демократичными западными обществами, в том числе Соединенными Штатами Америки, которые оказались во главе этой модели общества потребления. Вот. И, естественно, общество потребления
может жить только в том случае, если есть все новые и новые ресурсы, которые, скажем так, матричная структура может потреблять. К началу 20-х годов эта матричная структура, скажем так, обтекаемо, столкнулась с нехваткой пищи. Поэтому они столкнулись с угрозой серьезного экономического коллапса. Война – это для них прекрасный инструмент для того, чтобы создавать новые пищевые ресурсы. В данном случае Украина стала просто ресурсом для этого. Я вам более скажу, скоро Европа станет таким ресурсом, только пока они этого не понимают. Хотя уже сегодня многие говорят, что созданы в Европе такие условия, что все наукоемкие производства потихоньку вытягиваются из Европы в Америку. Это один из инструментов для решения проблем этого западного мира. Западный, который в Америке, в первую очередь, и в Великобритании. Очень удобно жить на островах и, конечно, управлять миром. Ну и когда это все остановится, когда НАТО перестанет накачивать Украину оружием? Ну, сейчас мы живем в условиях войны на выживание, скажем честно. Нельзя уже выйти из воды сухим. Нельзя. Знаете, я, по-моему, еще когда был у вас в эфире ранее, когда приезжал на мероприятие подобного рода, говорил о том, что мы вошли в эпоху перезагрузки любого типа общественных взаимоотношений. И, ну, скажу так, не хочется глубоко уходить. Мы должны просто выработать новые способы выживания в тех условиях, которые сегодня сформированы. Война не будет быстрой. Мы об этом много говорили, да, что когда началась специальная военная операция, говорили, что будет неделя, две, будет месяц. Все, уже история затянулась на год. Мы уже живем в условиях перезагрузки системы, когда война стала долгосрочным явлением. И выход из войны, я считаю, может быть только с победой. Потому что в ином другом случае нас едят. Мы станем пищей для этого матричной структуры потребления западного типа. Когда закончится, у меня нет рецепта. У меня нет ответа на этот вопрос. Когда может быть победа? Когда мы, наконец, наверное, в первую очередь внутри мобилизуемся. Как это ни парадоксально, но сегодня, если вот мы сегодня приехали и говорим об информационной работе, сопровождении, мы должны понять одну простую вещь, что специальная военная операция стала не просто вызовом для общества, она стала самым колоссальным стресс-тестом для всей нашей информационной системы. Почему мы занимаемся государственной информационной политикой? Потому что если рухнет этот базис, рухнет все. Информация сегодня – это главное оружие. И если мы сегодня сдадимся в информационном поле, дальше можно ускоронить. А задача информационного поля, в первую очередь, сводится к тому, чтобы обеспечить единение общества, разделение общих ценностей перед внешней угрозой, общей для всех. Мы должны понять, что угроза, она сегодня общая для всех. Нет такого, что это его проблема, который там воюет. А я здесь живу, у меня вроде все тепло, в доме отопление, вода, и меня это не касается. Пока вот такое разделение происходит, мы будем воевать вечно. Если говорить об информационной войне, вначале говорили, что мы ее проиграли уже в самом начале. Вот как сейчас? Я бы не сказал, что мы ее проиграли в самом начале. Вообще, как можно сказать, проиграли, не проиграли? Потому что с точки зрения социологии, которую замеряли, и мы видели эти данные, допустим, через месяц, все, я бы сказал, что за месяц информационная работа прошла этап базовой мобилизации. Информационную работу удалось выправить. Не будем говорить минусы, плюсы, но в целом можно сказать, что в ближайшие месяц-два после начала СВО общество у нас все-таки объединилось вокруг общей угрозы. Вот такого тотального раскола не произошло. Мы удержались на грани. Вот. А сегодня, я считаю, мы уже близки к тому, чтобы идти к победе и в информационном поле. Ну, во всяком случае, те, кто остались в стране, они как-то сплотились вокруг своих ребят. Остались в стране или в стороне? В стране. Ну да, не согласны. Многие уехали, и те, кто остались, должны были выбирать, они выбрали. Это нормально. А как вы относитесь к тем, кто уехали и сейчас ведут зажигательные речи оттуда? Ну, знаете, скажем так, ведь уехало достаточно много людей, особенно молодежи, что, в общем, обидно для меня лично. И
мне сложно их вот так вот жестко обвинять, потому что они ведь во многом стали жертвой нашей многолетней информационной работы, вернее, ее недочетов. Воспитание на уровне не только там, газет и журналов, воспитание на уровне школы, семьи и так далее. Мы не привили людям какие-то ценности, которые бы позволяли им чувствовать себя здесь объединенными некими общими ценностями, за которые они готовы были бы чем-то жертвовать. Мы воспитывали, как говорил, потребителя в обществе потребления, и который чувствовал себя гражданином скорее не России, а какой-то такой структуры, выходящей за пределы и за границы разных стран. В итоге ведь это на самом деле во многом политика велась на разрушение наших ценностей и корней, связывающих нас с нашей землей, с нашими родственниками, которые здесь жили и умирали. Из нас воспитывали людей космополитов. А кто такой космополит по факту оказался? Человек без рода, без племени. Да, именно так. Поэтому зачастую я понимаю, что эти люди, которые уехали, они стали жертвой вот этой вот развала системы, я бы сказал, в целом. И это для нас очень показательно, потому что мы впервые смогли наглядно увидеть результаты нашей вот политики в том числе. И слава богу, что мы это увидели, потому что это стало хорошим поводом, чтобы что-то менять, перезагружать наше общество в целом. Я думаю, что очень многие из этих людей потом вернутся, потому что все-таки культурные ценности и связи, они существуют зачастую, ну, я бы не сказал, что на генетическом уровне, но, может быть, на генетическом. Что-то потом люди просыпаются, они возвращаются. Как помните, была эта история с белой миграцией. Многие потом возвращались, хотя понимали, что не возвращаются многие на погибель. Но связь со своей культурой, со своей страной оказалась сильнее. Ну, а те, которые не вернулись, они ведь не сохранили ни языка, ни ничего. То есть Ну, многие, конечно, работали потеряли. таксистами. Кто-то сохранял. Тут есть интересная история по Приморскому краю, когда возвращались общины староверов из Латинской Америки. Они до сих пор говорят на русском языке. Да, он такой немножко ломаный, он старообрядческий язык, но тем не менее это русский язык. Это главное, что было для людей, поэтому они сохраняли. А кто не ценит это, он и не сохраняет. Ну, вот тут наш Дальний Восток, это же особое место, да, тут и гражданская война шла очень долго, и когда, в общем, Советский Союз, вот мы недавно отмечали столетие со дня создания Советского Союза, здесь еще шла гражданская война, и была Дальневосточная республика в свое время. Да, было. История у нас богатая. Вот значит ли это, что у нас какой-то, ну, свой, не то что свой путь, да, а какой-то особый менталитет, что что-то нужно нашим людям еще? Вы имеете в виду жителям Дальнего Востока, что они особые и им нужно что-то особенное? Да. Знаете, я бы не сказал так. Посмотрите немножко на историю под другим ракурсом. Советский Союз можно сколько угодно осуждать, и там много было плохого, это сложно подвергать сомнению, но было очень много хорошего, потому что в те национальные республики, в которые приходил Советский Союз, он вкладывал очень много ресурсов для развития этих народов и культуры. Отстраивались целые города, создавались университеты, создавались школы, создавалась инфраструктура транспортная в том числе. Ведь сколько лет прошло, а эти народы сохранили свой язык, свое многообразие. В Европе такое было практически невозможно. Советский Союз, многие, кстати говоря, до сих пор его за это осуждают, потому что была основа Советского Союза, это РСФСР, и осуждали Советский Союз в том, что он высасывал ресурсы из РСФСР и вкладывал в национальные республики. Было и такое, можно и так посмотреть, но вопрос не в этом. Вопрос отношения. И я считаю, здесь и есть зерно нашей русской культуры, которая все-таки выросла не из культуры потребления. Внутри нас лежит некая потребность жертвенности и взаимопомощи, взаимовыручки. Если завтра Дальний Восток отделится, он потеряет свою уникальность. Многие потеряют свою культуру. Я это гарантирую, потому что начнется... Обычно же как? Как только кто-то отсоединяется, он пытается выстроить самостоятельность и самостийность. Как правило, это происходит на фоне противоставления. Свои, чужие. Как только происходит противоставление, происходит зачистка внутреннего, в том числе культурного фона. И все вот эти маленькие народности и этносы, которые существуют на территории, начинают угнетаться. Ну, что далеко ходить, посмотреть на Украину? Все то же самое. Вам это надо?
Ну, на Украине вообще поразительно, как они умудрились провести вот это вот свои чужие в культурном Очень отношении. легко. В смысле, как получилось? Ну, потому что я смотрела вот эти рассуждения там, недавно уволившегося Арестовича, вот, и они говорят, вот, нужна какая-то идея, нам нужно родить какую-то идею, чтобы Западу дать новую идею. Давайте, значит, еще раз перечитаем труды Тараса Шевченко и Леси Украинки, наверное, у них там что-то есть. То есть, кроме Тараса Шевченко и Леси Украинки, Слушайте, ну, вообще по поводу Украины можно долго полемизировать, но просто возьмите за основу этимологию самого слова Украина, когда оно появилось. И я думаю, очень много станет понятно. Когда вообще появилось такое национальное образование, как Украина? Ему меньше 100 лет, ну или там около 100 лет. И причем это структура, рожденная благодаря неким внешним усилиям в лице большевиков. Это не внутренняя органическая структура, которая выросла в долгосрочной истории. Там было поле, были казаки, была Малороссия, Новороссия, чего там только не было. И потом просто создали условия, при которых элиты в момент развала Советского Союза начали делить власть, а кто-то просто деньги. И для того, чтобы удержать свою поляну, с которой ты можешь кормиться, надо было оформить границы. И начали насаждать во многом искусственную культуру украинизации. И шли во все тяжкие. Поэтому сейчас об этом уже особо не говорят, но ведь на первом этапе противостояния, вы вспомните, какой культ личности создали из Степана Бандеры. А по большому счету это просто уголовник. Если посмотреть историю, то, сколько он вырезал евреев на территории Украины, мало нацистов могут этим похвастаться. Люди наносят на себя свастику, на танки наносят свастику. И в ход идет все, что позволяет тебе противопоставить русскому миру. А когда ты сам внутри русский, вот и получаем нацизм в новом виде. Потому что не могут ничего лучше придумать. но по сути это гражданская война. К сожалению, да. И это, в том числе и для меня, это большая трагедия, потому что на Украине сегодня русские воюют с русскими. Это грустно, это печально. Нас привели к этому, столкнули лбами. Я думаю, время для прозрения еще будет. Но надо понимать, для того, чтобы вообще понять любую коллизию, любой конфликт, любую ситуацию, задать один простой вопрос, кому выгодно. По большому счету, та ситуация, в которой оказалась сегодня Украина, им это невыгодно. Это невыгодно нам. Мы все теряем ресурсы, в том числе человеческие. И в итоге мы приходим к тому, что есть какие-то интересы, видимо, за пределами и Украины, и России. Зачем это выгодно? Я об этом говорил на одном из своих выступлений. Понимаете, во многом ведь лежит проблема экономики. Для Америки Украина стала таким тараном для того, чтобы завоевать новые рынки сбыта. Как вы думаете, кто сегодня в мире рекордсмен по выручку и по продажам газа? Как вы думаете? В Европе. Ну, сегодня, если не Россия, Казахстан, Нет, Америка. Америка. Рекордсмен по поставкам газа в Европу, Америка. Они выдавили нас с этого рынка. Они получили колоссальный рынок сбыта, в том числе, кстати говоря, по нефти. Там очень много, если так посмотреть на экономику, интересных данных выплывает. Люди зарабатывают деньги. А что они делают сегодня с вооружением? Ведь их промышленный рост во многом на военке сегодня начинает расти. У них достаточно долго были проблемы, чтобы перевести на единые стандарты страны Восточной Европы и заставить их тратиться на вооружение. Сегодня это происходит в легкую. В итоге акции военных компаний очень себя хорошо показывают. Вверх растут, да? Зарабатывают деньги, да, на войне. Ну, причем они же уже не стесняясь говорят, что они на Украине испытывали новое вооружение, там, как полигон Да. испытательный. Ну, на войне, в принципе, все испытывают новое вооружение, потому что у кого оно будет современнее и более там, носить пробивной характер, тот побеждает, по большому счету. Да, есть там психологические факторы, национальные, но вооружение, конечно, решает одну из главных ролей в любой войне. Ну вот то, что сейчас страну раскачивают и пристальное внимание национальным регионам, вот как я вначале сказала, да, по технологиям цветных революций,
раскачивают там, Дагестан, тот же Бурятию и так далее. Что мы можем этому противопоставить? Единство, наше единство. Ведь любое раскачивание, ситуацию, о которой вы говорите, оно строится по принципу «разделяй и властвуй», по принципу противопоставления, противостояния. Ну, грубо говоря, русский и не русский, да? Я считаю, только один способ – это наше единство. Наше уникальное межнациональное общение. Это ведь уникальная модель организации общества, которых в мире сегодня фактически нет. Россия стала, пожалуй, одним из небольших примеров организации общества по этому принципу многонационального народа с уважением ко всем национальностям. В Америке такое есть? Сплошная сегрегация, да, и доминирование определенных этносов. Но они разделяют, мы объединяемся. Только так. Через единство и победим. То есть в этом наша сила? Да. Сила. Во-первых, как говорил, да, известный герой в фильме «Брат» и «Брат 2», в правде сила. Я считаю, правда на нашей стороне. И в единстве, да. Уважение, единство, взаимопомощь. Мне очень в свое время понравился видеоролик, который неплохо так завирусился в интернете, который записали представители различных национальностей в России, там, аварцы, которые, допустим, там, снимают себя, говорят, я аварец, я русский, я бурят, я русский, я, допустим, якут, я русский. Мы русские. Русский — это наднациональность. Но мы как-то тут привыкли больше к слову «россияне». Ну, россияне. Можно и россияне, кому как удобнее. Это просто уже вторично, не столь важно. Не, ну потому что есть якут, есть якутянин. Есть... Ну, все-таки в обороте уже более активно используется слово «русский». Русский уже стало именно таким наднациональным критерием единства, именно критерий единства. А вам не кажется, что выводя русский вот в эту наднациональную плоскость, мы лишаем, ну, русский народ его национальных... Слушайте, мне вообще не очень нравится вот эта вот история с национализмом в данном случае, понимаете? Вот мы говорим «я русский». Ну хорошо, да, вот я, допустим, вы можете сказать, что я русский. Вот я приехал там из центральной России, у меня отличается разрез глаз от вашего, может быть, цвет кожи, волосы отличаются. Но если копнуть, я на самом деле продукт дружбы народов. Вот такой, какой я есть, у меня там намешано много чего. Кто такой русский? Славянин? Если копнуть у меня там есть и славянские, есть и неславянские корни. Я уже где-то между национальностью оказался. Это нормально. Как говорится, да, самые красивые дети рождаются в многонациональных семьях. Еще говорят, копнешь русского, найдешь татарина. Еще в 18 веке еще говорят. Всякое бывает. Всякое бывает, да. Но, с другой стороны, мне, конечно, вызывает большое признание того, что мы все говорим на едином языке. Причем говорить, ну, это русский язык, конечно, но он уже не тот русский, который был 100 лет назад. Он тоже стал каким-то вот трансформирующим над русским наречием при общении. Любой язык меняется. Но когда ты прилетаешь из Москвы, допустим, в Владивосток, и прилетаешь 9 часов, выходишь и понимаешь, что ты можешь там с людьми говорить на одном языке, и вы друг друга понимаете, а если вы понимаете, вы, значит, можете решить множество задач совместных. Это классно. А если вернуться к информационным войнам, вот фейки, да, что с ними сейчас делать? Тем более сейчас такие технологии, вот эти дипфейки и так далее, что можно проверить примерно никак, да, подлинность информации. Ну, тем более, вот если уж так нет у пользователя интернета обычного столько времени, чтобы там сидеть и копаться. Ну, самый простой способ – это верификация информации. Желательно, если ты имеешь какую-то, допустим, скандальную информацию, постарайся ее проверить хотя бы из 3 источников. 3 разных источников, причем разных по категориям. Допустим, соцсети, СМИ и, не знаю, там, телевизор, а может быть, Телеграм. Посмотри в разных. Если совпадает, то с этим можно работать. В основном-то люди тянутся и стремятся к хайпу. Они на этом деньги зарабатывают, они аудиторию зарабатывают. И зачастую им не важно, правда это или неправда. Ну, к сожалению, так мы устроены, да. На жареньком сделать аудиторию, заработать денег. Но по большому счету, если ты хочешь правды, верифицируй. Подписывайся на разные источники. Смотри, что об этом говорят другие. Не надо вот потакать себе желанием выдать сразу, как только ты это услышал. Переслал соседу. Постарайся все-таки проверить. Может быть, немножко выждать. Не надо ждать долго.
иногда хватает выждать, допустим, часа, чтобы уже понять, правда это или неправда. Есть такое еще выражение, я слышала, информационная диета. Ну, как гигиена, диета, это все примерно об одном и том же. Вот, то есть читать не интерпретации, а сами новости. Подождите, я не очень понимаю в этом смысле, что такое сами новости, потому что любая новость, она пишется каким-то человеком. Как только она пишется каким-то человеком, это уже интерпретация. Поэтому тут надо понять, о чем мы говорим конкретно. Просто она может интерпретироваться разными людьми, имеющими разную квалификацию, и поэтому имеющими разную степень достоверности. Это возможно, да. Поэтому все-таки старайся читать профессионалов. Многие говорят, что старайся верифицировать информацию в первую очередь в СМИ, потому что СМИ, они ограничены законом федеральным, да, средством массовой информации, и нарушение там просто закона влечет и лишение тебя лицензии СМИ, поэтому там все очень сложнее. Там собрать стоит дороже, чем в соцсетях. В соцсетях ты только лично ответственностью рискуешь, но не лицензией. Поэтому, наверное, хорошо быть подписанным там, не знаю, там, на РБК, на Интерфакс, на РИА Новости, чтобы там хотя бы проверять и стараться информацию. А нужно ли подписываться на новости с разных сторон? Да. В смысле, допустим, по Украине? Да, да, да. Ну, скажем так, люди, которые занимаются этим профессионально, они стараются подписываться на информацию с разных сторон. Но тут надо понимать, как ты будешь себя контролировать, чтобы не пасть жертвой той или иной информации. Потому что там зачастую информация подается очень эмоционально. Картинки подбираются очень эмоционально. И это может пробить твою защиту, когда ты уже не будешь ничего верифицировать, а просто поверишь этому. Хотя на самом деле это может быть неправда. Видеоряд можно смонтировать так, что будешь в это верить. Казалось бы, это же картинка, это же вот сняли на видео, значит, это так и есть. Вы сегодня сами сказали про дипфейки, да, которые моделируют картинку и могут привязать лицо там, Байдена к фигуре Путина и выдать ложь за правду. Озвучить их Да, голосами. это уже искусственный интеллект это прекрасно делает, поэтому осторожно, аккуратно, верифицируйте. Ну вот, а некоторые говорят еще так. Вот я живу в России, я верю своей стране, поэтому я подписываюсь только на российские средства массовой информации, и все. Вот. Буду верить Ну, телевизору. видите, мы сегодня же говорим о том, что все, в западном обществе, я считаю, сегодня свободы слова нет. Вот у нас завтра будет спикер Ольга Чуванова, она из университета в ДНР приедет к нам. И она в том числе работала тем, что сопровождала иностранных журналистов, которые приезжали на территорию Донбасса для того, чтобы освещать события, которые там происходили. Причем разные люди приезжали, и в том числе те, которые старались это делать более-менее объективно. В итоге она, на мой взгляд, рассказывала в нашем понимании чудовищные вещи, когда люди, которые пытались подавать позицию, отличную от той цензуры, лишались имущества. У них арестовывали счета. И это в Западной Европе. Цивилизованный мир. Мы сегодня такого не делаем. А они делают. Ну, кстати, я слышала, что многие вот, ну, наши соотечественники, которые на Западе, ну, уехали в свое время на Запад, да, и там топят активно там, за Украину, они говорят там своим родственникам, что иначе вид на жительство не получишь. Вот Там так вот с откровенно ними идет, что... разговаривают. Да, вы до этого говорили об этом к отдельной теме, что делать с теми культурными деятелями, которые уезжают за рубеж и сегодня активно вещают против России. Ну, надо понимать, что этих людей очень часто ставят перед выборами. Если ты хочешь сохранить свое имущество и хотя бы какие-то деньги там зарабатывать, говори то, что тебе скажут. Их шантажируют сегодня, это объективная реальность. Поэтому, ну, особенно чем крупнее публичная личность туда уезжает, тем сильнее на него будет давление, потому что там прекрасно понимают, что это лидер общественного мнения. И его тут же берут в оборот, в работу. И в кого он после этого превращается? У нас он родил за свободу, да, информации, свободу деятельности, а там он чем занимается? Получает что-то свободное? Нет. Он вынужден выбирать, да, либо он потребляет и живет более-менее комфортно в тепле, либо у него арестуют все и его депортируют. Давайте, остается пара минут буквально до конца, вернемся вот к завтрашнему семинару.
потому что те, кто не попадут, они его смогут посмотреть на нашем Рутуб-канале, телеканала «Якутия-24». Как регистрация была свободная, да? Да, у нас первый, да и второй. Первый день у нас будет вестись полностью в трансляции, второй день можно прийти послушать, запись будет вестись, но она будет у нас распространяться по нашим внутренним сетям. Потому что второй день он в основном обучающий. Мы будем учить методикам, техникам, в том числе, допустим, медиапланирование, проектный подход к медиапланированию. Ну, то есть это такая уже чисто информационная история. Вот. А первый день, да, будет открыт, если хотите, подключайтесь, слушайте. Мы ведь почему везем сюда людей с территории Донбасса? Важен один момент. Эти люди там живут в состоянии войны уже много, не только месяцев, они живут много лет. И мы, к сожалению, до сих пор жили в достаточно виртуальном мире. Там вроде воюют, а меня это не касается. И это вроде как картинка в телевизоре. Очень важно эту дистанцию сохранить. Очень важно дать людям пообщаться, возможность, с людьми, которые там жили достаточно долго, в другой реальности. И вот мы объехали уже много регионов, и эффект просто колоссальный. Потому что люди плачут. Ну и то, что наши ребята, я имею в виду наши коллеги, журналисты тоже там работали на Донбассе и видели все своими глазами, рассказывали, показывали. И вообще сейчас вот, ну, как бы рейтинг военкоров, да, до небес взлетел, они влияют на умы. Как вы считаете, может быть, это повлияет на то, что молодежь захочет пойти в профессию медийщика, журналиста, фотографа? На мой взгляд, вообще история с военкорами в рамках СВО, эта история сыграла очень позитивную роль в развитии профессии журналистики, потому что военкоры стали неким этапом возрождения профессиональной журналистики, где достаточно объективное мнение возродилось на профессиональном уровне. Многие обвиняли в том, что все, традиционная журналистика, она умирает, журналисты деградируют. Ну, много чего сыпалось в адрес этих людей, которые, в общем, выполняют очень сложную работу. Но примеры военкоров показали, что профессионализм возвращается на этом уровне. И это не просто люди, которые занимаются, и их никто не видит. Они влияют на власть. Вспомнили о том, что журналистика – это четвертая власть. Да, наконец-то она стала тем инструментом влияния, который изначально в нее закладывался. Вот на этой прекрасной ноте предлагаю прощаться. Спасибо вам большое. Спасибо вам. За интересную беседу. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.